Добрый вечер, друзья! Итак, самые значимые моменты в спорте за последние 24 часа. Ингушский спортсмен Адам Аушев стал победителем чемпионата Северо-Кавказского федерального округа по самбо и боевому самбо среди мужчин и женщин весовой категории до 64 килограммов. В турнире приняли участие более 300 спортсменов из всех регионов округа. Соревнования прошли накануне в Чеченской Республике. Отмечу, что чемпионат организовали при поддержке федерального проекта «Спорт. Норма жизни», который является частью национального проекта «Демография». Теперь официально Орц Сычоев стал игроком футбольного клуба «Легион Махачкала». 20-летний ингушский защитник подписал контракт с махачкалинцами сроком на 3 сезона. «Легион» выступает во второй лиге «Б». В прошедшем сезоне занял 4-е высокое место. Ожидания на сезон только одни – выиграть чемпионат и прогрессировать как футболист, сказал Сычоев. Также в 2024 году Орц участвовал в чемпионате Москвы по мини-футболу среди мужских команд в формате 8 на 8, где выступал за команду ЦСКА. Желаем удачи Орцу в новой команде. Футбольный клуб нашего земляка Зелимхана Бакаева «Химки» объявил о назначении Дмитрия Брехова на пост генерального директора клуба. Брехов сменил Николая Оленева, который работал на этой должности с сентября 2022 года. Ранее Дмитрий был заместителем гендиректора клуба. После Нового года игроки и тренеры отправятся на тренировочные сборы в Турцию. Рассчитываем подойти к весенней части чемпионата РПЛ хорошо подготовленными и конкурентоспособными, сказал Брехов. После 18 туров чемпионата России «Химки» с 16 очками занимает 13 место в таблице. Сезон РПЛ возобновится в конце февраля. В первом матче красно-черные примут воронежский «Факел» 2 марта. Сегодня состоялся финал чемпионата по волейболу ИНГУ-2024, организованный кафедрой физического воспитания и студенческим спортивным клубом. За звание чемпиона боролись две команды – сборная Индии и сборная медицинского института. Матч был напряженным и зрелищным. Обе команды показали высокий уровень игры. В результате заслуженную победу одержала сборная медицинского института. Это были все спортивные новости на сегодня. Спасибо за внимание.